Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем наш урок. Тема сегодняшнего урока – местный падеж. На казахском будет жатыс сеттік. Жатыс сеттік отвечает на вопросы «кімде», «у кого», «неде», «в чем», «қайда» или «қай жерде», «где», «қашан», «когда». После гласных и сонорных, а также после звонких «ж-з» добавляем окончание «да-де». После глухих и звонких «б», «в», «г», «д» добавляем окончание «та-ти». После притяжательных окончаний третьего лица добавляем окончание «нда», «нди». А теперь давайте посмотрим, в каких случаях можно использовать местный падеж. Местный падеж обозначает местонахождение и место действий. Например, Самат диванда жатыр. Самат лежит на диване. Значит, местонахождение Самата – диван. Ол Таразда тұрады. Он живет в Таразе. Значит, его местонахождение – город Тараз. Каспий теңізінде балық көп. В Каспийском море много рыб. Здесь корень теңіз, окончание принадлежности третьего лица, «нде» – окончание местного падежа. Местный падеж обозначает еще и время. Например, жазда ыстық болады. Летом будет жарко. Сенбіде демаламын. В субботу отдыхаю. 9-да жұмыс басталады. В 9 начнется работа. Местный падеж определяет возраст человека. Например, Анар 10-да, Анаре 10. Мен 50-демін. Мне 50. Елу корень, де окончание местного падежа. Мен – это личное окончание, которое показывает мой возраст. А если мы хотим узнать у собеседника его возраст, мы задаем вопрос «нешедесің», если собеседник младше нас, «нешедесіз», если собеседник старше нас. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут другие падежи. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.